Добрый вечер, друзья! Я Петр Цепанин, программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. Мы находимся, как обычно, в гастро-студии уютнейшего ресторана «Мусхая». В гостях у нашего друга Семена Тарбахова. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришел Вячеслав Ефимов, исполнительный директор Союза танцевального спорта нашей республики. Слава, приветствую. Добрый. Здравствуй. Добрый. Да. Мы обычно тут собираемся с друзьями, зовем в гости друзей и что-нибудь готовим. Тебе надо что-нибудь тоже сегодня сделать. И с чем ты Чем ты к нам сегодня пришел? Традиционный вопрос. Ну, я сегодня пришел с блюдом, которое я готовлю иногда в семье. Обычно готовлю на какие-то праздничные мероприятия. Вот. Человек, который меня все время вдохновляет на эти процессы, это моя супруга. Куда? Вот, то есть она является таким стимулом, который меня подпинывает к тем вещам, которые я до этого и не думал, что я буду это делать. Вот, кстати, у нее сегодня день рождения. Прекрасно. Я бы хотел воспользоваться случаем и пожелать ей всего самого лучшего, здоровья, я тебя люблю. Отлично. Итак, что за блюдо? Наше блюдо – это утиная грудка в сливочном соусе. Утиная грудка. Нужно нам взять бекон. Так. Где-то 3-4 пластика, наверное, 3 Там у нас пластика. заготовлено. Пластиночка. Ну, нарезанный уже бетон. Так, я как полагаю, ты будешь ее нанизывать или... Нет, я буду ее нафаршировать под шкуру Да. беконом, А вы тогда можете маслом, местами поменяться пока. розмарином. Да. Семен. Сейчас. Я думаю, вот 3 достаточно. Нет, будет. я хотел бы сначала сделать так, что утиную грудку поджарим сначала. Мы ее поджарим потом, потому что там Потом, у нас весь, получается, весь смак в том, что она должна пропитаться всеми вкусами. Давай. В том числе беконом. Да-да-да. Видимо, у Славы отличный от Семена рецепт. Да. Давай, делай по-твоему. Посмотрим, что получится. Тем в более, общем, что ты говоришь, ты уже делал, да, это? определенно. Сковородку. Сковородочку надо, да? Уже может греть? Ну, сначала мы это все зафаршируем, поставим немножечко охладиться, и пока будет охлаждаться, мы сделаем соус к нему. А, вот чистая. Вот. Бекон. Бекон так, не обжариваю. Нет, так. Мгм. Так. Это уже не надо. Да, веточку розмарина. Этот рецепт у тебя? Рецепт, ну, поскольку Ты где-то увидел? есть у Или нас ты в пробовал? семье, да, шеф-повар, который, Супруга. да, сказала, что вот Попробуй. на какой-то из новых годов Попробуй так. мы будем готовить с тобой вот это. Ну, как мы. Ты, короче, должен приготовить праздничный ужин. Я тебе честно поручаю. Чеснок. Вот так и, в принципе, появилось в семье нашей это блюдо. Вот, взято оно из очередной поварской книги. Ну, не скажу из какой, потому что я ее не помню. Слушай, а утиную грудку ты берешь, ты, наверное, на охоту ходишь? Нет, я все время собираюсь каждый год. Пойти Вот, не идешь. Да, но каждый год что-то случается. В общем, не могу. То пандемия, то просто не собрать хочу, да? свою компанию. Ну, пандемия тоже сыграла свою роль. Так, в принципе, мы иногда, да, с друзьями планируем, каждый раз планируем, но собраться не получается, к сожалению. Так, ну, значит, утиную грудку ты покупаешь. Ну, или Да. кто-то угощает. Да, обычно покупаем. Слушай, второй традиционный вопрос, который обычно я задаю нашим гостям, после того, как что они будут готовить. Расскажи немножко о себе. Как ты дошел до жизни такой? Обычно мы его так... Ну вот, получается, я занимаюсь бальными танцами. Сейчас. Вообще. Вообще? Да. То есть, ну, у меня было... Хватит или может То есть ты быть? с детства прямо, да? Хватит, да? С детства, да, относительно танцевального спорта, наверное, я начал заниматься достаточно поздно. Мне было уже лет 10. То есть для спорта, для танцев это уже фактически последний вагон. Еще нам нужно маслица сливочного. Сливочный. Вот.
Э, Не, я имею в виду, что ты где ты учился, в школу пошел, университет, или как ты пришел вообще к этому? Танцем. Ну или танцем, Ну, или к тому, что это чем Я учился на тот момент в школе. Ну, Соответственно, это была 7-я школа города Якутска. а ты сам местный, получается? Да. Да. И у меня одноклассница, она записалась на танцы, ей нужно было партнера, и да. тренер ей посоветовал, что пойдите в ваш класс и там посмотрите на мальчиков в классе, в общем, и выберите кого-то и пригласите. Вот так, в принципе, я и попал в танцы. Белый танец. Да. Фактически, Да. да. Дамы приглашают Да, кавалеров. определенно. Так, нам нужно это посолить и поперчить. Так, это перец. Сейчас перед другом. Хорошенько поперчить, посолить. Прям втирать надо. Я тоже захотел ударить, ну ладно. Почему-то в последний момент так. передумал. Какая-то хитрая штука. Не, это крутить надо. Не для... Не крутится? Но я кручу, но ничего не происходит. Кручу, верчу. Я сейчас все справлю. Может другое? Ну, есть все. Вот. Так я начал заниматься танцами В школе. в школьном возрасте. Но это было не в школе, это был там, частный клуб. Ну, я имею в виду, когда учился в школе уже. Да. Соответственно, когда я поступил в университет, я поступил, соответственно, в университет поступил для Университет- родителей, для родственников. Это был университет- финансово-экономический институт. А, ну тогда все хотели стать либо юристами, либо экономистами. Да, вот. И поэтому- Вся страна была в этом деле. Так, Соответственно, я поддержал этот тренд. Ага. Вот, соответственно, но даже в институте... И почему-то все говорили, что обязательно надо поступать сразу после школы и все такое. И ты пошел. Обязательно, да, Ну. да. Вот. Я поступил как, ФАИ? наверное, 50% всех людей, да, в финансово-экономический. Там продолжал заниматься танцами. В тот период как раз так получилось, что у нас появилась возможность выезжать на соревнования, на мастер-классы в Москву. То есть фактически в этот период как раз был самый интересный период занятий. То есть по-настоящему погрузился в этот спорт. Вот, соответственно, когда закончил институт, я уже преподавал танцы на тот момент сам детям. И так получилось, что на момент, когда стал выбор идти либо работать по профессии, либо оставаться в танцах, Либо банкиром, либо танцором. да, моя зарплата в танцах Танцор-банкир. Ну, как-то- при, в принципе, минимальных затратах по времени была выше, чем предлагалось мне по специальности. Поэтому я остался в танцах. Вот. Ну, в принципе, И до сих пор. да, и танцую до сих пор. Прикольно. Так, Так, дальше что у нас? нам нужно под шкуру теперь нафаршировать. осторожно. Я очень аккуратен. Готов помогать. Можно взять еще по шкурке, да. Да-да-да. Отделить нужно? Нужно с одной стороны, да, подрезать шкурку от самой утки. Вот. И туда мы будем нафаршировать наше... Бекончик. Да. Вот так? Я правильно все делаю? Да. Там, Такое не до конца. Не Да, до конца. да. Да маленький. чтобы у нас все это осталось там внутри. Не переборщи. Ну, я смотрю, я ровно Вот половину. сверху можешь еще чуть-чуть подлить. Сверху. Да-да-да. Вот так. Все. Мясо осторожно. В принципе, можно даже пальцем поделать. Так, дальнейшие у нас какие Я действия? правильно сделал? Да. Прекрасно. Слушай, ну, ты говоришь, танцевальный спорт, да, но многие же даже это, честно говоря, даже за спорт не считают, или как? Ну, есть такое, да, потому Да, что мнение, ну, честно говоря, танцевальный у меня спорт, тоже, да. да, Хотя он, проводятся получается, соревнования, чемпионаты. проводятся мира. соревнования. Спорт аккредитован в Олимпийском комитете, Мог, да, Ну. но он не входит в основную программу игр. да. И поэтому все, что не входит в основную программу игр, почему-то народ считает, что это не спорт. Это первое. Во-вторых, что такое танцы? Это
эмоции, веселье, все здорово. И Да. чем Дискотека, больше клубы. хороших эмоций ты в это время испытываешь и проявляешь, тем кажется, что ты как будто бы не устаешь, тебе не сложно. Да. Вот, поэтому какой это, в принципе, спорт? Сюда? Сливки? Это... Не сливки, сыр. Не-не-не. Сыр это будет потом в соус, а вот это нам нужно чем-то перемешать. Вот, поэтому у многих есть такое заблуждение, да, что танцевальный спорт Все-таки это заблуждение тогда. это спорт. заблуждение. Это очень большой труд, большая работа. Это высоко, получается, координационный вид спорта. Мгм. Вот. На данный момент, получается, российские спортсмены считаются одними из лучших в мире. То есть мы ведущая держава в данном. То есть, получается, все, что оценивается жюри, ну, то есть, что похожее, да? Фигурное катание, гимнастика спортивная, художественная гимнастика, синхронная, ну, то есть, где нужна координация, где нужно красиво себя Да. показать и все такое, то Россия впереди. Получается так, потому что я это связываю с тем, что у нас очень сильно была в свое время Балетная. советская это балетная школа. Да. Соответственно, все эти направления, они из нее вышли. Вот. Поэтому мы сильны, Так. наша страна сильна. Показываем в на этом камеру, спорте что там у нас. традиционно. Мы это фаршируем Так. под кожицу, закладываем, пытаемся равномерно распределить под кожицей. Вот, потому что когда это будет все у нас поджариваться на сковородочке под кожицей, Будет. это все будет пропитывать нашу уточку, Предварительно нагрею сковороду. Бекончик. и она будет... Да, ты правильно. Прогрею Да, пока. прогрей. Правильно. Ну, нам нужно будет сначала сделать соус, а потом мы займемся... А потом уже жарко, да? Да, а потом уточкой займемся. Там Хорошо. Соус сливочный. сливочный соус. Дай мне вот маленькую сковороду. Сковородочку. Да. Маленечко. Мы ее тоже прогреем. Слушай, а расскажи про Союз танцевального спорта, да? Как туда приходят и как становится директором? Исполнителем, пусть даже исполнителем. Вот. Ну, наш союз танцевального спорта возглавляет сейчас Людмила Валерьевна Николаева, первая леди нашей республики. Так. Так что мы очень гордимся, что мы находимся под патронатом такого человека, очень организованного, целеустремленного, соответственно, с ее приходом. Но она же сама же связана с танцами, правильно? Да, естественно. Ну. Ну, то есть ей самой интересно, поэтому это получается, как мы такой двойной бонус получаем от этого. Так. Вот, с ее приходом, конечно же, у нас развитие танцевального спорта получило такой новый толчок, новый импульс в развитии. Так, это мы можем Если пока, что, салфеточка. пока куда-то отложить в прохладное место. Прохладное место. Да. А может прямо сюда, и мы холодильник ее Да, закладем? можем так. Ой, Ой, пусть прямо здесь и будет, да? да, Чуть-чуть охладить, да, говоришь ты? да. Так. И мы можем приступить к соусу. Соус. Вот за всю карьеру ты бывал там в разных странах? И пробовал ли ты какие-нибудь самые экзотические блюда для тебя? Самое экзотическое для меня. Вот что было прям... Я не решился попробовать. Ну, точнее, даже у меня, ладно, возможности такой не было. Но я увидел, как готовят акулу в Эмиратах. То есть, поскольку у них там море, все рядом, то есть народ ловит ее как повседневно, выловили, бросили на берег на солнце. Подсушилось, да? Ну, как подсушилась, она начинает фактически разлагаться. То есть там достаточно такой специфический запах появляется. Ждут несколько дней, да, что-то. Ждут несколько дней. там Серьезно? начинается живность, да. Ага. А потом ее готовят. И считается вот исключительный деликатес, потому что само по себе акулье мясо, оно считается таким достаточно жестким. Да, обычно же плавники только в суп и все. Да, а после того, как она вот полежит
там все Именно это вот полежит. поживет своей жизнью. Когда она погибла и начинает шевелиться. Ну да, вот тогда начинается все самое интересное. Вот меня эта история очень сильно поразила в свое время, и я до сих пор нахожусь под впечатлением, как такое возможно. То есть мы здесь живем на севере, и мы привыкли к тому, что для нас самые лучшие продукты это свежие. Да, который вот только Да, что... вот да. ты поймал, если даже оно лежит у тебя несколько дней, то ты его раз заморозил, ты его размораживаешь, и всё оно равно свежее. всегда свежее, Да. всегда запах рыбы на рынке, на крестьянском приходишь, и Да, ну, отдельное, да, блаженство походить, понюхать. Так, нам нужно для соуса. Я буду иногда подглядывать. шпаргалка, правильно. Да, потому что Вот не лучше все в уж голове. правильно делать, чем неправильно, а потом жалеть. Да? Да. Хорошо. А чем мы заменим лук? Парень. Сейчас. Так. Нам нужно будет небольшое количество оливкового масла. Оливковое масло, вот оно, по-моему, стоит. Это, видимо, оно. Так. Так, Лук. Сейчас. Все равно пройдет у нас тепловую обработку. Так что все нормально. Так, мы это шинкуем, да? да, пошинковать лучок. А вообще, как выглядит твой рацион питания? Особенно. До, Тебе наверное, же надо быть всегда в форме, быть, наверное, сказать. где-то примерно, сейчас скажу, ровно до 30 меня этот вопрос вообще не беспокоил. Ел все. Я мог, да, питаться либо один раз в день какими-нибудь пельменями, либо хоть целый день есть разные явства и вкусовства. Вот, и на меня это никак не влияло. Вот. Метаболизм Ровно хороший. как 30 лет исполнилось, вот со следующего дня прям началось. Да. Ну, там еще связано с тем, что я на тот момент устроился работать в банке по специальности. А, ну все-таки пошел в банк. Да, Вот, то есть вот, я вот, на вот. тот момент работал в банке. Это было тоже такой интересный опыт, интересные компетенции. В том числе я их использую до сих пор в своей уже и танцевальной деятельности. Вот. А сидячая работа, сидячий Сидячий образ образ жизни, он сыграл все-таки свою роль. Да, вот ровно с 30 лет я начал задумываться на том, что я ем, как я ем, сколько я ем, что, оказывается, нужно питаться не раз в день, все-таки нужно 3 раза. соблюдать, да, режим питания. И самый главный принцип, что мы – это то, что мы кушаем. Соответственно, если мы кушаем хорошие продукты, качественные, соответственно, это влияет на нашу жизнь, на наш образ жизни, на качество жизни. Вот, очень сильно. Поэтому я пропагандирую для всех, что не ленитесь, готовьте, не увлекайтесь фастфудом, Вкусно. будь он не ладен, вот, но вкусен. Вкусен, но не ладен. Иногда можно. Ну, на самом деле, когда ты кушаешь правильную еду не потому, что так правильно, а потому что ты начинаешь понимать, как это влияет на твою жизнь. Поменьше хочешь? Да. Давай вот так 4 поставим. Вот. И ты начинаешь к этому по-другому относиться. Лопатку, наверное, надо. Лопаточка есть. Слушай, я на вид не могу определить. Сколько тебе лет? Мне 38. 38. Ну, то есть 8 лет ты питаешься правильно. Да. Стараешься, ладно. Стараешься. Стараюсь. Но вот, Стараюсь. наверное, с каждым годом я убеждаюсь все больше и больше в том, что этому нужно уделять внимание. Так. Ну вот. В общем, постепенно обрастаю знаниями об этом. Вот. Ну, здесь очень такой вопрос весьма специфический, потому что все люди разные. Да. Кому-то что-то больше подходит, что-то меньше подходит. Но в современных условиях у нас сейчас очень много информации, она находится в открытом доступе, можно пользоваться в интернете, есть люди, которые специально этому учатся, и можно Нутрициологи. консультироваться у них. Да. Да, я видел эту передачу. Да. Кстати, да? Кирилл занимался у меня танцами небольшое время.
Ага. Да, вот. Он занимался у меня танцами когда-то. Ну надо же. Был такой мальчик скромный, вот. Потом они, да, ушли с братом в единоборство, и вот человек пришел сейчас к такому интересному тоже виду занятий. Да. Очень интересно. Закончил Академию нутрициологии, оказывается, такое даже бывает, да, как правильно Да. питаться, как правильно вообще вести и все такое. Ну, а самое любимое твое блюдо какое? Ну, я очень непритязательный в еде. Начнем с этого. То есть надо мной издевается еще моя жена в том плане, что я могу есть куриную грудку каждый день, и меня это не угнетает. Так. А для нее это прям проблема. То есть нужно, чтобы каждый день было какое-то другое блюдо, Ну чтобы так тебе было интересно. разнообразие, да? Да, чтобы был там какой-то гастрономический интерес в том, чтобы покушать. Вот. Для И меня вкусно и красиво еще, наверное, да? а для Подача. меня еда это больше все-таки источник моих сил, источник, Энергии и все. да, источник материала для построения моего тела. Поэтому я очень непритязательный. Я могу поесть гречку без ничего. Вот. Могу, И пойти. да, могу каждый день есть куриную грудку, и меня это не удручает. Вот. А, наверное, ну, то, чем я могу себя побаловать по-настоящему, да, это строганина. Традиционно, как только идет свежий улов, мы, да, покупаем рыбку, вот. И строгайте. А последнее время мы еще увлекаемся тем, что, ну, опять же, с рекомендацией шеф-повара семейного Вячеслав, ты теперь солишь рыбу сам. Даже Вот, и мы, да, мы теперь последние, наверное, года, наверное, 3-4 малосолочку. покупаем, да, рыбу сами солим. Считаем, что наша якутская рыба самая лучшая в мире, Так. вот, что вкуснее нее не бывает. Это прямо вот побаловать себя, это вот. Секрет солений выработал что-нибудь свой? Сейчас у нас что будет? Нам нужно теперь вина добавить, Выпарить? выпарить его, потом добавить сыр. Какой-нибудь секрет выработал свой вот солений? Ну, Соли положить, да? как раз таки, поскольку наша рыба самая лучшая в мире, я считаю, что ее самое главное не портить. Когда ты выбираешь хорошую рыбу, сам проходишь по рынку, все понюхаешь, посмотришь. Вот. Когда видно, что рыба выловлена зимой, что у нее вот кровоподтеки есть, потому что ее выбросили на лед. Вот. Когда нет у нее следов от сетей летних. Когда выбираешь вот хорошую рыбу, она хорошо пахнет, она свежая. Не надо ничего. Ну, соль, Все. лавровый лист, чуть-чуть перчик, все. Немножко не в ту степь вопрос. Я тоже считаю, что якутская рыба самая вкусная в мире, да? Но многие так считают, но многие приезжие уже становятся поклонниками якутской рыбы, да? Но в том, что якутская рыба, ну, так в мире где-то себя там показала и все такое. Ну, то есть импортными это сделать. На твой взгляд, что не хватает или возможно ли такое вообще? А оно нам надо, Давайте лучше сами, да? конечно. Ну, ресурсы все равно ограничены у реки Лена, поэтому я считаю, что Не нужно. она стоит там в Москве по 15 тысяч за килограмм. Да, нельма копченая стоит. Хорошо, пусть стоит. Вот там в небольших количествах вывозить, по хорошим ценам ее там продавать. Пожалуйста. Другое дело, что если, конечно, выращивать ее в фермерских условиях, Да, в условиях искусственной фермы, может быть, да? тогда да. Да, когда это не затрагивает естественные ресурсы реки, почему бы нет? Ну, да, вкус у нас Уже другой будет, да. тоже другой. Ну да. Ну, останется бренд, что вот это якутская рыба. Пусть она и выращена на ферме. Так. Семен тайком в твой соус что-то добавляет.
чуть-чуть солит, чуть-чуть перчит. Чуть-чуть соли. Да, Последний. нам, наверное, можно сыра добавить, чтобы он начал. Сыр уже подготовил. Это маскарпоне, да? Да. Маскарпоне. Она сейчас начнется плавиться. Мы добавим. Ну, довольно уже трудоемкое блюдо, да? Полчаса. Ну, для полчаса. Ну, оно того стоит. Да, для праздника пойдет. Зато. Да. И немножко. За неспешными Мы разговорами, спокойно Да, готовите. я вспомнил, что первый раз я его готовил не на Новый год. Первый раз я его готовил на новоселье. А у нас так получилось, что ну, как бы, первую квартиру, которую мы купили там, маленькую однокомнатную в ипотеку, для того, чтобы ее потом перепродать и Увеличить. уже Увеличить. купить более большую квартиру для всей семьи. Вот. И, соответственно, когда мы закончили ремонт, мы первый день мы пригласили на новоселье танцоров, естественно. То есть я, помимо того, что занимаюсь с детьми, занимаюсь еще со взрослыми. Вот. А когда занимаешься со взрослыми, то это немножко другие взаимоотношения, более такие, наверное, дружеские, более там, близкие. Вот. И в первую очередь мы позвали наших танцоров, всех друзей. Вот. Готовили это блюдо. Блюдо закончилось, не успев долететь до стола. То есть, ну, танцоры это те люди, которые любят покушать, хорошо покушать, быстро покушать. Вот. А на следующий день мы пригласили уже родственников, ну, примерно в численном составе примерно таком же. Вот. Тоже, получается, приготовили нашу уточку, приготовили, получается, там дополнительно всего-всего побольше, потому что сейчас придет столько народу. Вчера так быстро все съели. Вот. Пришли родственники, скромно покушали, в отличие от танцоров. Вот. А танцоры это прям те люди, которые могут кушать много. Кушать. Помидорчик? Может, не надо? Как скажет шеф. А может, не надо, да? Так посмотрел Слава, ну, пусть будет. Соус должен дойти же, да? То есть он чуть-чуть, Соус, чуть ну, должен в выпасть. принципе, он у нас должен покипеть чуть-чуть. И, в принципе, все. Да, Я думаю, что чуть-чуть выпарится и все. соус у нас хорошей консистенции получился. Итак, дальнейшее. Я думаю, что соус, да, можно снять и разогреть сковородочку для того, чтобы уже обжарить грудки. Жарить уточку. Уточку, грудочку от уточки. Тоже оливковое масло. Сливочное. Надо? У нас сливочное будет так-то внутри. Достаточно. Так, подожди. Так. Утка у нас очень же сама по себе жирная. Ага. Мы можем без этого. Но мы можем оливковое чуть-чуть для запаха. Без масла Сейчас вообще? посмотри. Да, мы выкладываем именно кожицей вниз, чтобы все содержимое, которое мы нафаршировали, Не вывалилось? чтобы оно дало схватило. определенный сок. Бекон дает сок, И схватило. розмарин начинает свой запах давать мясу. Вот. И у нас получается, что вкус и запах самой грудки, он немножко поменяется из-за начинки. То есть туда, ну вот так вот, через мясо пройдет, да? Да, плюс сливочное масло начинает тоже плавиться и давать свой эффект. Я вот вообще люблю, в принципе, допустим, если яичницу жарю, то я люблю жарить на сливочном масле. Совсем другой Процесс вкус. пошел, видишь? Ну все, сам вообще пошел, да? Да. У нас хорошо, если кожица будет с таким небольшой корочкой. Да. Мы этого добьемся. Вот. Слава, я помню, в прошлом году ты же нам ставил танец. Да. Я вот расскажу на камеру, да, мы в прошлом году, пользуясь случаем, справляли серебряную свадьбу и решили своих гостей удивить
Супруга один раз видела, как танцует танго, ну и у нее немножко крыша поехала. Говорит, надо обязательно это сделать. Мы взяли у тебя, по-моему, 7 или 8 уроков. Сколько там уроков? Да, уроков полноценных. Что-то там. Тана-тана-нана, тана-тана-нана. Вот, с грехом пополам потанцевали, но, конечно, наши гости все были в восторге. Вопрос. Много ли людей обращается к тебе, ну, вот с такими, скажем, может быть, диковинными просьбами? Но до пандемийный период достаточно часто. То есть это очень популярное направление. Люди действительно, очень многие видят, как танцует аргентинское танго, Ну, я впечатляются. вообще имею в виду танцы, не только танго, да? Ну, Да, в том числе обращаются, получается, пары, которые хотят сделать свадебный танец, свадебные постановки мы делаем для взрослых людей. То есть такие разовые заказы, они достаточно часто случаются. Единственное, что вот с пандемией это стало все гораздо сложнее. Ну да. Во-первых, в принципе, сократились все мероприятия такого плана. Вот. И народ подсократился. Подобных заказов стало заметно меньше. Поэтому мы немножко скорбим, потому что это тоже один из способов продвижения танцевального спорта. Что люди, когда приходят, занимаются сами, когда, соответственно, гости приходят и видят их танец, тоже заражаются движением танцевальным и периодически приводят потом к нам своих детей. Ну, если не приходят сами, то, по крайней мере, приводят своих детей. посмотрели еще такое. Ой, А вот кто такая красота все-таки твой ученик? Какой-то средний такой образ, портрет. Кто это? Ну, кроме детей. Ну, у нас вот взрослая группа, она очень разноплановая. У нас банковские работники, опять же, Людмила Валерьевна Николаева. У нас ювелир, учитель, ресторатор. В общем, Ну, то есть какие-то увлеченные люди, нет такого, что вот эти люди обязательно пойдут танцевать. Ну, то есть Нет, что-то внутри, какой-то там сработал какой-то рубильник и такой, все, я сегодняшнего дня хочу танцевать. Выкладываем на противень, да? да, нам нужно выложить это на противень, чтобы она дошла. Это уже хорош, да? Ой-ой-ой. Ай-яй-яй, красота вообще, по-моему, получается. Все по плану идет? Самая вкусняшка, конечно. Все по плану идет, так, осторожно. Шикарно получается. Вот я стою рядом, запах шикарный. Шикарно, да. Здесь все, здесь. А между тем Семен уже взялся за, скажем так, гарнир, да, будет у нас шампиньонами. Шампиньоны жарятся. Слава, а кого сложнее учить танцам? Детей, взрослых, мальчиков, девочек? Ну, на Есть самом какие-то деле эти процессы очень разные, но не скажу, что они прям отличаются как-то так, что детей учить сложнее, взрослых проще. Такого, наверное, нет. Просто эти процессы, они немножко разные, потому что для детей ты больше выступаешь в роли такого учителя, который все знает, и они твои знания, ну, так впитывают безоговорочно. То есть они Ну, потому тебе что верят, да. авторитеты все стопроцентные. И фактически ты для них выступаешь авторитетом, ты их, помимо того, что учишь танцевать, ты занимаешься еще их воспитанием, Заодно. этическим, Психологическим, моральным. да. Со взрослыми, конечно, эти процессы тоже присутствуют, но
ты больше выступаешь для них больше как равный человек, больше как друг, подсказчик, немножко другой уровень отношений. Вот. Я себя хорошо и комфортно чувствую в обоих из этих ипостасей, поэтому не могу сказать, что в какой-то из этих отраслей сложнее. Но мне кажется, это все равно легче учить человека, который хочет. Самое главное, да, Мотивация, да. проще всего учить человека, который хочет. Если человек не хочет, то, соответственно, мы занимаемся тем, что создаем те условия, Чтобы он когда захотел. человек сам хочет. Вот если это не получается, Ну, это многие самый- хотят, ну, например, стесняются и говорят, ну, блин, ну, я неуклюжий, у меня не получится. Любого человека можно научить. Любого человека можно учить танцевать бальным танцем. Бальным. Бальным Ну, или танцем. любым. Скорее всего, бальным. Все-таки. Бальным, да? Бальным танцем можно научить любого человека, если у него есть 2 руки, 2 ноги, хотя в последнее время все-таки прослеживается тенденция, что даже это не обязательно. То есть постановки инклюзивные, когда люди как бы с ограниченными возможностями занимаются танцами. Так что сейчас это очень популярное движение по всей России, оно культивируется. Ну, то есть, получается, самое главное желание и все. Да? Ну, надо же. Ну, бальные танцы – это хорошая среда для подобных вещей, потому что изначально сами бальные танцы, почему называются бальные? Потому что их танцевали на балу, На балу, да. это высший свет. Ballroom, да. Соответственно, люди тоже не каких-то исключительных физических данных, я бы так сказал. Поэтому сами танцы изначально, они построены Ну, тогда на же, среднестатистического допустим, человека. когда были школы, гимназии, там же танцы шли сами по себе, ну, то есть определенным предметом, так? Да, естественно, потому Да. что... Как у нас география, историю учали, там Потому что танцы учили. в культурной жизни Уже того было. общества Да. это была необходимость. Мгм. То есть это был неотъемлемый атрибут, поэтому это преподавалось в гимназиях, школах, кадетских училищах, обязательный предмет. Да. Ну, то есть все танцуют, ну и что, никто не стесняется, все пошли, давайте сегодня танцы, пошли танцевать. Ну, я Просто думаю, я что про все себя- равно люди стеснялись. Были Да. те люди, которые стеснялись больше, и те люди, А. которые стеснялись меньше. Но я вспоминаю свое детство, да, меня тоже отдавали, точнее пытались отдать на танцы, ну, то есть человек, который сильно не хотел, и я как-то там стеснялся, ну, думал, зачем мне, это же девчачьи дела и все такое. Все равно же сейчас, скорее всего, девочек больше, не хватает партнеров, так? Да, в нашем спорте получается так, что девочек приходит заниматься больше. Опять же, стереотип больше, наверное, родителей, что танцы это занятие для девочек, что Мальчика я в борьбу отдам. Или в да, футбол. мальчика нужно отдавать в борьбу. Вот. Но в первую очередь наши танцы, они для обоих полов, и мы занимаемся развитием детей не только физическим, но и, соответственно, за счет того, что они общаются, получается, происходит межгендерное общение, они развиваются лучше в таком обществе. Они лучше понимают друг друга между собой, лучше общаются, понятнее общаются. Вот. Поэтому я считаю, что наш вид спорта, он наоборот больше для обоих полов, и для мальчиков, и для девочек. Потому что как раз-таки мальчик танцует с девочкой. И только рядом с девочкой мальчик может действительно вырасти Стать и мужчиной. воспитаться мальчиком. А между тем, у нас уже Семен вовсю трудится, как у нас в России бывает, да? Да. Один работает, двое стоят, смотрят, Мы можем начать сервировать. да, начать уже сервировать. Можно чуть-чуть выложить соуса и сверху... По мне получилось просто это какая-то шедеврашечка. По запаху это Давай. прям... Что, ты говори словами. Ну ладно. Так. Не могу понять. Так, ну мы выкладываем. Ой. Так. Кстати, утиную грудку можно есть и даже нужно средней прожаркой. Средний прожар. Кстати, наверное, да. Немножко с кровью, да? Да. Ну, если ты уверен в происхождении этого продукта. Так?
идет. Соусом заправлянской. Соус кутарской и соус заправлянской. Передай, пожалуйста. Ложечку? Да. Я беру, так. Саша, помощник повара на кухне. Это я положу, наверное, сюда масло. А, вот так же надо было смотреть. А я тут, по-моему, раньше поторопился. Так. Теперь будет больше фото. А, больше. Будет просто больше фоток. Красота. Что, когда iPhone начнет записывать запах? Подождем. Ну что остается? Пробовать? Ну, я думаю, лучше. Держи. Я дам тебе твой нож, а я так вот. У вас тут даже распределено все? Да, чуть-чуть с кровью. Чуть-чуть с кровью, ну правильно. Ну, как правильнее. Многие почему-то боятся, но Ничего страшного не доверяем, да? Какие у вас тут еще традиции есть? Попробование еды. Я в этом году... У нас скоро сезон. Вот. Я пойду на охоту, из крови сделаю северный град скажу. А скажу, а так мне Тарбахов сказал. Ну что, как? северная очень рада. Это фермерская. А? Это фермерская. А, фермерская, северная лучше не стоит, да? Хорошо. Слава, ну как? Ну, я считаю, что у нас все получилось. И цвет, и запах, и вкус. Запах, когда жарился, шло что-то. Вот. Я вообще, в принципе, использую обычно сыр с голубой плесенью. Я его ем только вот в этом виде, в виде этого соуса. Потому что именно когда он выпаривается, такой обалденный запах дает. Анголовка это остается, да? Да, это прям... Сыр Вот в таком виде дорблю. я его только и ем. Да. А знаешь анекдот про дорблю? В магазин приходит и говорит, а у вас есть сыр дорблю? Ну, сельский магазин. Что это такое, говорит? Ну, это такой дорогой, говорит, сыр с плесенью. Говорит, нет, у нас есть только хлеб дорблю и колбаса дорблю. Да. Итак, эфирное время, к сожалению, у нас, Слав, не резиновое. Я хочу дать тебе немножко слова, давай вот на эту камеру, нашим телезрителям, немножко пожеланий, пока мы еще продолжаем кушать. Ну, я хочу пожелать всем нашим зрителям здоровья в наше нелегкое время. Будьте здоровы, заботьтесь о себе, о своих близких. Вот. Кушайте хорошую, правильную еду, хорошо приготовленную, с любовью. Вот. И приходите к нам заниматься танцами. Немножко рекламы. Да, Да. не без этого. Ну, Слав, спасибо тебе, что ты был гостем нашей передачи. Спасибо, ребят. Да. Спасибо А я тебе. Петр Цыпандин, Семен Тарбахов, Вячеслав Фимов. Мы потихоньку на этом заканчиваем. Программа «Просто вкусно», канал Якутия 24. Ну, продолжаем кушать.